Памяти Алексея Моисеенко. Валентина Цой. Россия понесла невосполнимую утрату. 4 февраля ушел от нас Моисеенко Алексей Васильевич, народный артист Коми Республики и заслуженный артист России. Еще он был великим поэтом. Человек незаурядный, невероятно талантливый, широкого кругозора, искрометный, очень интересный человек. Случилось так, что последние годы я помогала ему. Он писал большой труд по роману Евгений Онегин. Почти 3 десятилетия он собирал материал. Он прошерстил Пушкина вдоль и поперек, в них каждую строчку. Он собирал дань со всех справочников, энциклопедий, словарей, имел разговоры с Гейченко и другими видными пушкиноведами. Этот большой труд остался незаконченным. Если так обыватель прочтет его по диагонали, то может подумать, что Алексей Васильевич спорил с Пушкиным, но это не так. Он бесконечно его любил, уважал и ни в коем случае не умалял его достоинств. Но он своей работой проводил параллельный сюжет, который бы мог сложиться у героев этого романа. Конечно, мы работали и не так, чтобы, уткнувшись от и до, писать. Конечно, мы разговаривали. И вот по его рассказам, его рассказ я зарифмовала. Пред зеркалами тесной грим-уборной усталость, что составила лицо. Макаю пальцы в тени и покорно, замкнув круг глаз печальное кольцо. Костюмы, ладно сшитый по фигуре, и тонкая рубашка в кружевах. Я не споткнусь, фальшивя в партитуре, свои не перепутаю слова. В который раз я выхожу на сцену, живу здесь, умираю. Я артист, я жизни несравненной знаю цену, а меж лопаток снова взмок батист. Оркестром мой полет не будет прерван, но подаваться и мне умирать. Опять я юный, одержимый Герман, и буду словно феникс восставать. Когда умру в сценическом том платье, в гроб положите, стану петь в раю. А счастлив здесь я, в зрительских объятиях, и приходите на концерт, спою. Светлая память этому человеку. Конечно, поскольку я с ним работала, и для меня это был удар. Вот послушайте еще стихотворение. Раскидалась по всей той квартире, как себя воедино собрать. Что-то рухнуло в будничном мире, и душа начинает орать, тело биться в истерике плача и шарахаться от суеты. Почему к выбыванию назначен с неоконченной миссией ты? Сколько планов наметил, проспектов, задыхаясь, бежал, не успел. И с Онегиным крупное это остается теперь не удел. Да, труды за 3 десятилетия, чем ты грезил, боролся и жил, истязали тебя словно плетью. Не такой ты покой заслужил. Даже не подмастерьем
Служанкой под диктовку писала я текст. Не закончена книга, как жалко, плачу горько, слезами за всех. Как был он бесконечно одинок, когда толпа жила вокруг и пела, но не читала всуе между строк высок, сколь болевой его порог. Лишь наслаждаться голосом хотела, а он усталый и совсем больной дарил всем радость. Счастлив был на сцене, хоть сердце ритмом выдавало сбой, и зал накрылся серой пеленой. Артист не изменяет Мельпомене. Он много знал, умел, хотел и мог, рождалась сила духа всевозможность. Он гений и отечества пророк, пытлив и любознательный, и строг к себе. Немалая в том жизни сложность. Большой был искрометный оптимист, взыскательный, проектов многоточие. Но взял не все заслуженные бис, распорядилась по-иному жизнь. Вдруг прервалась, смерть возвращать не хочет. Свет приглушенный, черные тона, лицо среди цветов благоуханья. На части душу рвет здесь тишина. Как много потеряла ты, страна! Но память удержи в своем сознании.